Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. В администрации президента прошел брифинг членов Совета молодых ученых при президенте Абхазии. Специалисты госстандарта и Минтуризма провели плановую проверку аттракционов по дороге на озеро Лица. Муниципальное учреждение ЖКХ Гулрыбского района получило новую специализированную технику. В администрации президента прошел брифинг членов Совета молодых ученых при президенте Абхазии. В мероприятии приняли участие руководитель администрации президента Абисалом Кварчи, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапо. В рамках брифинга была презентована деятельность Совета молодых ученых. Все подробности в материале Лауры Капш. Совет молодых ученых при президенте был создан указом Аслана Бжаня 29 марта этого года. Идея создания такого совета возникла после встречи президента с учеными, аспирантами, преподавателями университета, которые принимали участие во втором конгрессе молодых ученых в Сириусе. По завершении конгресса Аслан Бжаня принял всех участников, и именно на данной встрече была озвучена необходимость создания площадки для прямого диалога молодых ученых с президентом. Глава государства поддержал данную инициативу. В состав совета вошли молодые ученые, кандидаты наук, научные сотрудники институтов, преподаватели университета и аспиранты. У нас очень много идей и планов, которые мы хотим реализовать в ближайшее время. По итогам первого заседания Совета молодых ученых, которое прошло 4 апреля, мы уже наметили ряд идей, инициатив, которые также инициировали наши молодые ученые. Ведется работа по этим направлениям. В первую очередь мы активно занимаемся вопросами разработки положения о стипендиальном обеспечении аспирантов. Идет работа по составлению межправительственного соглашения по научно-техническому сотрудничеству Республики Абхазия и Российской Федерации. Ведется также работа по реализации грантовой поддержки молодых ученых. В данную работу планируется привлечь опытных специалистов, чтобы максимально прозрачно отслеживать грант-получателей, отметила Милана Бжаня. Также планируется создание фонда молодых ученых. Мы надеемся, что такой фонд поддержки молодых ученых, он будет создан, потому что мы все прекрасно понимаем, что здесь, помимо всего прочего, финансовая составляющая очень важна для того, чтобы мы понимали, мотивировали, привлекали и для разработок, и для издания каких-то трудов. На все это нужны финансы. В состав совета входят 35 молодых ученых. Будут работать 9 комитетов по разным научным направлениям. Разработали предложения по основным критериям отбора соискателей на президентские стипендии, на стипендию президента. И сейчас проводится работа по составлению критериев на отбор кандидатов президентских научных грантов. Далее хочу отметить, что в течение месяца по каждому комитету будет составлен план их деятельности, каждого комитета. В рамках этого плана от каждого комитета в течение года обязательно проведение научного мероприятия. Это может быть либо конференция, либо круглый стол по актуальной тематике. Далее каждый комитет должен представить в течение года проект, который имеет как научную, так и научно-практическую значимость. 4 апреля прошло первое заседание Совета молодых ученых. И уже на первом заседании были обозначены ряд вопросов, инициатив со стороны наших коллег, членов Совета. И одним из предложений было освещение деятельности СМУ в средствах массовой информации. В частности, коллегами было обозначено, что было бы неплохо освещать деятельность СМУ на сайте президента Республики Абхазия. Точнее, в разработке раздела, создать раздел на сайте президента. Данная инициатива была поддержана главой государства, и на данном этапе идет подготовительная работа технического характера, чтобы раздел на сайте президента, посвященный деятельности СМУ, начал функционировать.
Член Совета молодых ученых Ефрем Хагба рассказал об основных целях и задачах организации. Это выработка предложений по совершенствованию и дальнейшему развитию научной и научно-технической деятельности, информирование президента о положении дел в научно-технической сфере, представление к рассмотрению различных предложений по таким вопросам, как совершенствование системы подготовки молодых ученых, разработка важнейших инновационных проектов в сфере научно-технического развития страны, совершенствование реализации государственной политики в сфере науки и образования. Кроме того, Совет призван содействовать общественно полезным молодежным научным инициативам, а также обеспечивать популяризацию научной деятельности. Во исполнении этих задач инициированы те предложения, о которых мы, коллеги, говорили. Это касается и грантов, и стипендий. Также для того, чтобы это все было прозрачно, вот с правовой точки зрения, есть у нас такое предложение, когда будет готово положение по вопросам стипендиального обеспечения. Мы планируем разместить его в открытом доступе до вступления его в силу, для того, чтобы все заинтересованные стороны и лица могли дать на него свои замечания и предложения. Руководитель администрации президента Абисалом Кварчи отметил, что в Абхазии много образованной молодежи и им нужна поддержка. Я, честно говоря, не знал, что есть, у нас вот столько молодых ученых, что мы можем создать союз. Ну, я узнал, что у нас не только есть такие прекрасные подготовленные ребята, молодые. Честно говоря, это открытие лично для меня, что столько молодых, интересных, очень глубоких, образованных людей, которые посвятили себя науке. Как вы знаете, наука, она нерентабельная. Это люди самоотверженные, люди, которые преданы науке. И материально, естественно, люди науки всегда им тяжело. Данный совет будет хорошим подспорьем в подготовке научных кадров, отметил президент Академии наук Зураб Джопуа. В Академии наук Абхазии проблема номер один, самая серьезная проблема и в Абхазском государственном университете, во всех наших институтах, это подготовка кадров. Во всех, кстати, областях науки, экономики, хозяйства. Словом, вот этот союз молодых ученых, который создан при президенте Республики Абхазия, мне думается, что станет таким очень хорошим подспорьем вот в этом деле, в подготовке кадров. Очень много молодых ученых находятся, получают образование, остаются в Российской Федерации. К сожалению, потому что нет мотивации для того, чтобы возвращаться в свою страну. И мы должны создать все условия для того, чтобы наши ученые возвращались в страну. Они были нужными, так как они являются действительно нужными и редкими специалистами. Я очень надеюсь, что вот наш Совет молодых ученых при поддержке руководства действительно получит вот такие вот возможности, условия создать для того, чтобы наших ученых уже привлекать и возвращать на родину. Совет молодых ученых является консультативным и совещательным органом при президенте Абхазии, образованным для выработки предложений по совершенствованию и дальнейшему развитию научной и научно-технической деятельности. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Министерстве юстиции подвели итоги работы службы судебных исполнителей за первый квартал текущего года. Так, за отчетный период окончено 119 дел исполнительных производств почти на 55 миллионов рублей, из которых более 25 миллионов взысканы в пользу бюджета республики. Также были приняты меры принудительного характера в виде ареста недвижимого имущества на сумму 21 миллион 273 тысячи рублей, которая передана и находится на реализации в Комитете по управлению госимуществом и приватизации. По итогам совещания замминистра юстиции Руслан Лагвилава охарактеризовал деятельность службы судоисполнителей удовлетворительной. Дал указание усилить работу по принудительному исполнению требований исполнительных документов. Руслан Лагвилава также обратил внимание на необходимость более активной работы в части взыскания алиментов. Специалисты госстандарта и Минтуризма провели плановую проверку аттракционов «Зиплайн» по дороге на озеро Вица. В ходе осмотра объекта выяснено, что большинство из них не соответствует нормам безопасности. Гугут Савардани расскажет все детали. Крепко, надежно все фиксируется.
Инструктор на 3-м километре Рицинского шоссе подробно объясняет гостям нашей республики, как правильно прокатиться на зиплайне и одновременно полюбоваться живописными видами, в то время как сотрудниками госстандарта и Минтуризма уже выявлен ряд грубейших нарушений техники безопасности. Таким образом, дальнейшие полеты по этому скоростному спуску отменяются. В ходе проверки выявлено отсутствие разрешения на строительство, как и самого проекта. В итоге объект признан небезопасным для жизни. Специалисты вынуждены временно закрыть аттракцион до выполнения хозяином всех предписаний. Это, кстати, один из самых первых зиплайнов по дороге на озеро Рица. Зиплайн на 4-м километре пока не работает, ведь туристический сезон еще не начался. Но, как и предыдущий канатный спуск, этот объект опасен для жизни. Здесь также нарушены все нормы безопасности. Были замечания в прошлом году по площадке, по оборудованию, что было засыпано щебенкой, мягким песком. Вот. И сменный журнал должен быть ежедневного осмотра всех металлоконструкций, канатов. И обученный аттестованный персонал ответственных лиц. Вот. Замечания не были устранены, потому что не было ни письменного уведомления. Как будет работать, приедем, посмотрим и выдадим другие замечания или приостановим эксплуатацию. А с какой периодичностью вообще проверки проходят после того, как вы приехали, допустим, первый раз? Дается определенный срок, самый большой срок – месяц. Если что-то срочное и опасное, то в течение 10 дней все должно быть устранено. Прогнивший деревянный пол и опоры на смотровой. Так выглядит следующий зиплайн на 6-7 километрах. А сама канатная дорога просто держится на обычной деревянной доске. А на 8-м километре канатный спуск натянут прямо под высоковольтными линиями. Разрушена смотровая площадка. Здесь также отсутствует какая-либо разрешительная документация и проект конструкции. По словам специалистов, дальнейшая эксплуатация данного аттракциона невозможна. Тарзанка на 9-10 километрах тоже не соответствует нормам безопасности. В данный момент здесь идут ремонтные работы. Не отличился от предыдущих и зиплайн на 13-м километре. Отсутствует ограждение, разрешительные документы, выявлен и ряд других нарушений. Специалистами выписан акт о приостановлении эксплуатации данного объекта. А где у вас ограждение вот в этой площадке? Здесь они летят отсюда. То есть мы сюда запускаем тех людей, которые летят. Ну, может улететь просто вот сюда. Вот здесь, да, как вот недавно. Да, я вас понял, но у нас, смотрите, у нас там площадка залитая, вот за забором. Мы там людей одеваем, они уже готовы. Заводим их и отсюда Ничего уже не может быть, начинаем. здесь должно быть ограждение. Не, я не спорю. Пока не вопрос, кто-то не упал, должны быть плакаты безопасности висеть. Не ходить, опасно. Да, да. Дальше чтобы должен быть предупреждающие сменный знаки журнальчик вот здесь вот лежать у тебя. Вот мы должны приехать, и ты сейчас бы это открыл и посмотрел. И им показал, что я сегодня все осмотрел и расписался. Да. Вот сменный журнал должен быть. Потом Это должна для быть себя лично. для себя. Да. И есть инструкция такая оператора аттракциона. Вот тоже она должна быть здесь лежать. Что ты с ней ознакомлен и расписался. Потом еще журнал по технике безопасности, каски и жилеты. Спасательные. Зиплайн у Голубого озера – один из самых больших. В ходе проверки специалистами нарушений не выявлено. Кроме того, здесь строится большая смотровая площадка. Еще один канатный спуск находится за Голубым озером. Построен он с высокой смотровой площадкой. Однако здесь редко встретишь посетителей. Впрочем, по словам специалистов, этот объект тоже не соответствует нормам безопасности. В общем, из 7 зиплайнов по дороге на озеро Рица нормам безопасности соответствует только один. Все остальные эксплуатации не подлежат, а некоторые крайне опасны для жизни. Можно эксплуатировать только одну, которая на Голубом озере. Вот эта вот шикарная канатная дорога сделана. С видовым мостом через речку. Остальные канатные дороги в процессе опасной эксплуатации. Нету ни проекта не составлено, нету разрешительных документов. Вот. Но основной, самый главный вопрос – это просто проект на канатную дорогу. В этом проекте рассчитывается все. И основа, и масса бетона, и канат, и диаметр каната, и какой провис, и на какую длину возможно это делать или нельзя.
Вот. И смотрится, чтобы не было никаких расположений рядом опасных, то есть ни линии электропередач. Специалисты госстандарта и Минтуризма не раз выявляли множество нарушений на аттракционах Zipline, однако в большинстве случаев рекомендации или предписания хозяевами объектов не выполнялись. Мы ранее выдавали по этим объектам предписания, мы повторно перепроверили, насколько мы поняли, эти предписания не были выполнены. Скорее всего, мы будем писать в администрацию городов и районов письма о том, чтобы данные объекты были на время приостановлены до тех пор, пока не будут устранены все нарушения. К любому аттракциону должна прилагаться определенная техническая документация. То есть это главное должно быть разрешение на строительство. В первую очередь это должно быть выделение земельного участка под определенный вид деятельности. Далее готовится проектное решение. Эти проектные решения согласовываются с уполномоченными компетентными органами. Непосредственно технадзор, инспектора технадзора должны выехать, удостовериться, что вопросов на соответствие ГОСТам, СНИПам отсутствуют, и выдать заключение на ввод в эксплуатацию объекта. Плановая проверка аттракционов Zipline проводится ежегодно перед курортным сезоном. На основании положения Министерства туризма, где прописано о безопасности граждан, туристов, которые приезжают, и взаимодействии с другими органами власти, мы сегодня проводим мониторинг Zipline, простановлений тарзанок, на их техническое обеспечение соответствует или нет. Сегодня госстандарт, в частности подразделение Гостехнадзора, выехало и проверяет данные объекты. Безопасность – одна из самых главных составляющих хорошего отдыха. Поэтому при предоставлении туристических услуг важно помнить, что вы ответственны за жизнь и здоровье посетителей. Гугут Савардани, Аля Самичва, Абхазское телевидение. Мужчина, пострадавший 5 апреля при пожаре в Сухуми, скончался в ожоговом центре Краевой клинической больницы номер 1 города Краснодар, сообщает Минздрав Абхазии. Состояние здоровья двоих детей 2 и 3 лет остается крайне тяжелым. 16 апреля в ожоговом центре умерла мать детей. 24 майнинг-аппарата изъяли сотрудники Государственного таможенного комитета в поселке Цандрыпщ. Аппараты обнаружили в багажнике автомобиля, за рулем которого находился гражданин Абхазии Шахламджан. Запрещенное оборудование изъяли. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. С 1 апреля граждане Абхазии, имеющие двойное гражданство с Россией или вид на жительство для управления автотранспортным средством на территории Российской Федерации, должны иметь российское водительское удостоверение. Чтобы получить его, необходимо обратиться в любое отделение ГИБДД России. До 1 апреля 2025 года российские права можно получить на основании абхазского без сдачи экзаменов. Какие документы нужно иметь при себе, подробно рассказал начальник РЭО УГАИ МВД Дамей Авицба. Граждане Абхазии, которые имеют вид на жительство или гражданство Российской Федерации для управления транспортными средствами в России, обязаны получить российское водительское удостоверение. Документ выдается на основании абхазских водительских удостоверений. Данный административный регламент вступил в силу на территории Российской Федерации с 1 апреля 2024 года. Речь идет не о полноценном обмене прав на российские, а о получении российского удостоверения в дополнение к абхазскому. То есть одновременно у водителя будет 2 документа российского образца, его надо будет показывать на территории России, и абхазского образца, который будет действовать на территории Республики Абхазия. Это правило распространяется не только для Абхазии, но и для всех стран мира. Однако для граждан Абхазии в Российской Федерации сделали серьезное исключение: не нужно сдавать никаких экзаменов в ГАИ. Для получения российского водительского удостоверения гражданину Абхазии необходимо предоставить: первое, российский внутренний паспорт, либо вид на жительство в России с пропиской, либо с временной регистрацией. Второе, абхазское водительское удостоверение. И третье, медицинская справка, установленная в России образца плюс СНИЛС. Совершить вышеуказанную процедуру можно в любом отделении ГИБДД на всей территории Российской Федерации. Введенные требования касаются только граждан России и людей, которые получили вид на жительство в России. Граждане Абхазии, не имеющие российское гражданство или вид на жительство, могут ездить в Россию по своим абхазским водительским удостоверениям. Данное исключение по
упрощенном получении российского водительского удостоверения для граждан Абхазии действует до 1 апреля 2025 года. После этой даты российское водительское удостоверение граждан Абхазии нужно будет получать на общих основаниях со сдачей экзаменов. На реке Васла ведутся работы по очистке и выпрямлению русла, чтобы защитить расположенные поблизости жилые строения и сельхозугодия от подтопления в паводковый период. К углублению русла реки и возведению дамб строители приступили в начале апреля. Работы ведутся на береговой линии протяженностью 1,5 километра. Сметная стоимость данного проекта составляет около 6 миллионов рублей. Берегоукрепительные мероприятия на реке планируется завершить в середине мая. Вот здесь, где мы стоим, когда переходит речка, сюда приходит вода. И вообще проходила вот так. И перекрыли мы дорогу, этот, как его русло. Вот дамбу укрепляем. Это второй участок. Еще таких участков 5 участков. Благодаря Сухумскому району, я думаю, Чанба не будет страдать года 2-3. Это от природы зависит. И так как нет материала почвы, возим, где добиваем, где мы находим и укрепляем берега. Спецтехника работает, ведущие. Почва как даст работать, все будет нормально. Все идет по плану. Рассчитываем через где-то пару недель, как бы, если все и погода даст, и техника не встанет, закончить через месяц, примерно так. На эти работы конкретно выделено около 6 миллионов рублей. И еще хотел бы добавить, что эти все работы ведутся с согласования Комитета по экологии. Почти каждый год эта река наносит ущерб жителям. Бывало, что не только смывала приусадебные участки, а заходила в дома. Мы знаем, как бы эти работы нужно вести более масштабно. Другими материалами, можно сказать, даже чуть ли не забетонировать некоторые участки. Ну, стараемся из того, что есть, вкладываться, вложиться в эту сумму и сделать. Повышая качество и эффективность работы, муниципальное учреждение ЖКХ Гулрыбского района получило новую спецтехнику. Также здесь активно ведется строительство гаража. Это стало возможным благодаря поддержке руководства страны. Подробности в репортаже Шазина Ханагуа. Для поддержания в любом населенном пункте порядка и чистоты необходим не только человеческий ресурс, но и специализированная коммунальная техника, которая облегчает труд и делает услуги более качественными и эффективными. Безусловно, невозможно переоценить роль коммунальной спецтехники в сфере ЖКХ. Для оказания своевременной помощи населению администрации Гулрыбского района приобретена ассенизаторская машина. Ранее такой спецтехники в парке не было. Стоимость ассенизаторской машины 4 миллиона 500 тысяч рублей. Спецтехника была приобретена за счет средств администрации района. Она необходима для очистки септиков, канализации и других видов работ. Она была куплена в России. Бэушная техника, конечно, за такие деньги не возьмешь, но она в очень хорошем состоянии, практически новый автомобиль. Раньше у нас не было такой техники, у нас была очень большая нехватка, и она есть сейчас. На самом деле, когда выпадают очень большие осадки, дождя, в основном это бывает летом, происходят там стихийные бедствия, ливни паводковые, реки выходят из берегов. И часто очень к нам обращаются граждане за помощью, но не всегда мы можем оказать им помощь, потому что у нас нет подходящей техники для этих работ, таких как экскаваторы, манипуляторы, грузовых машин, чтобы мы могли вывести. И, конечно, мы обратились с перечнем, со списком к главе Гулрыбского района Саиду Геннадьевичу Харази о просьбе помочь нам приобрести технику. Также он обратился к руководству страны с нашим списком и надеемся, что в ближайшее время получим положительный ответ.
Парк спецтехники по возможности обновляется. По словам Тимура Начхебе, ранее был закуплен трактор «Беларусь». За счет финансирования Кабинета министров техника была необходима в озеленении хозяйства. Приобретены погрузочный мусоровоз, самосвалы, есть и мини-экскаватор. Однако этого недостаточно. Необходимы там экскаваторы, бульдозер обязательно, чтобы мы могли поддерживать реки, чтобы мы могли подсыпать, чтобы они не выходили из русел, для того, чтобы мы могли оказывать своевременную помощь гражданам. Что-то иногда мы за свой счет берем в аренду. Иногда нам помогают люди. Но очень хотелось бы, конечно, иметь в гараже жилищно-коммунального хозяйства всю необходимую технику. Это манипуляторы. Также, повторюсь, опять-таки, это экскаваторы, бульдозер, КАМАЗы, которые могут вывозить, чтобы мы могли помогать вывозить. Иногда падают деревья на крышу домов, и у нас нет манипулятора для того, чтобы его поднять и утилизировать. Также на средства администрации Гулрыбшского района приобретены 10 8-кубовых контейнеров, которыми заменят старые мусорные контейнеры, давно пришедшие в негодность. Вот мы обратились к главе, и он нас профинансировал, и мы приобрели контейнеры. В скором времени поставим их на места старых контейнеров. Первый этап, чтобы посмотреть, проверить, как это все будет работать, потому что иногда мы сталкиваемся с таким ситуацией, что выкидывают строительный мусор, и из-за этого приходит контейнер в негодность. Он портится, то есть он расширяется, ломается. И всегда стоит под дождем. Мы будем придавать контейнерам небольшие такие крыши для того, чтобы вода не проникала вовнутрь. В ЖКХ Гулрыбшского района обновляется не только парк спецтехники. Вот уже 2 недели здесь ведутся работы по постройке нового гаража. Сметная стоимость – 1 900 000 рублей. Старое здание для спецмашин было построено во времена Советского Союза. Его размеры были малы для современной техники. И раньше были очень маленькие автомобили. И сейчас вот у нас все машины уже не помещаются в гараж и всегда стоят на улице. И для этого мы решили с помощью главы администрации построить гараж для спецмашин, для удобства, для того, чтобы они не стояли под дождем, чтобы ремонтировать было удобно. Мы начали работы по постройке гаража для спецмашин. Здесь будет 9 мест. Будет место для ремонта автомобилей, будет место для мойки автомобилей, для того, чтобы они ездили на дорогах в надлежащем состоянии. Работы по строительству нового гаража планируется завершить в середине мая. По словам Тимура Начхебе, старое здание будет реконструировано. Следует отметить, что в Гулрыбшском районе проходит реорганизация. Открываются отделы зеленого хозяйства и другие. Тимур Начхебе подчеркнул, что в этом здании со временем будут склады для хранения инвентаря этих отделов. Там сейчас хранятся у нас новогодняя атрибутика, всякие такие вещи, которые необходимы, но мы хотим привести его в надлежащий вид, чтобы все лежало на своих местах, как полагается. Работы по строительству гаража проводятся работниками районного ЖКХ. Основная работа уже закончена. Осталось провести освещение и установить крышу. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Чемпионами республики по пожарно-спасательному спорту стала команда поисково-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района. Традиционные соревнования, посвященные Дню пожарной охраны, прошли в Гулрыбском районе. Команды, представляющие все районные подразделения МЧС, состязались в подъеме по штурмовой лестнице, боевом развертывании, а также в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями. Соревнования проводились как в индивидуальном, так и в командном формате. По сумме всех этапов 3-е место заняла команда пожарно-спасательной части по охране Чемчирского района. На 2-м месте представители пожарно-спасательной части по охране Гулрыбского района. У жителя села Лза изъято незаконно хранимое оружие и боеприпасы к нему. Далее оперативная съемка МВД. Жителю села Лдза Сергею Гебаталу Антиповичу 1975 года рождения вменяется преступление, предусмотренное частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Незаконно хранимое огнестрельное оружие и боеприпасы к нему гражданина Сергея в ходе оперативно-профилактических мероприятий изъяли сотрудники уголовного розыска Управления внутренних дел по Гагарскому району. Согласно заключению экспертов, изъятый пистолет иностранного производства технически исправен и пригоден для производства выстрелов. Патроны калибра 9 мм в количестве 17 единиц также являются боевыми. Расследование в рамках уголовного дела проводит орган предварительного следствия Гагарского РУВД. Гражданин Сергей отпущен под подписку о невыезде.
Черноморэнерго ввело новый график отключения электроэнергии. С 18 апреля ограничения электроэнергии будут по 2 часа в сутки только в ночное время. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 18 апреля, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем 22-27 тепла. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а абхазское телевидение продолжает свою работу.